Здравствуйте, меня зовут Атакуров Насарбек Токтосонович, я учитель истории, работаю в школе номер 13 города Бишкек. На сегодняшнем видеоуроке мы с вами рассмотрим тему «Кыргызстан. Период господства Каканского ханства». Сразу давайте обратимся к исторической карте. Как вы видите, на территории Центральной Азии в это время было это временной промежуток 18-19 века. Три больших ханства. Обычно их называют узбекские ханства. Это Хивинское ханство с центром в Хиве, это Бухарское ханство и Каканское ханство. Для удобства и для более лучшего запоминания и понимания истории я вам предлагаю обратиться к хронологической таблице. Итак, хронологическая таблица поделена на 4 секции. Это первое — историческое время, то есть когда происходит событие. Второе — это историческое пространство, где произошло событие или процесс. Третье — это историческая динамика, то есть какие процессы происходят, события, и какие исторические личности участвовали в этом процессе. Итак, к историческому времени. В начале XVI века в Центральной Азии возникают крупные государственные объединения. Мы с вами их рассмотрели уже на карте. 1500 год по 1785 годы возникает Бухарское ханство. Оно было основано чингизидами, Мухаммедом Шейбани. В 1512 году по 1920 годы возникает Хивинское ханство. Хивинское ханство — это традиция русской историографии, советской историографии. А сами жители ханства называли свое государство Хорезм. Основано оно было также чингизидами, которые отделились и образовали династию араб-шахидов. И в 1709 году возникает новое территориальное образование, новое государство, которое впоследствии получило название Каканское ханство. Его основателем является Шах-Рукби. Это был первый правитель этого государства. Основано оно было в 1709 году. И надо отметить, что первым ханом уже царства этого государства становится Алим-хан. Годы управления 1798 по 1809 годы. Почему для истории Кыргызстана эта тема важна? В советской историографии была такая традиция, что эту тему относили к истории Узбекской ССР. Но эту тему мы начали изучать историки, когда получили свою независимость. Буквально в течение 30 лет эта тема уже была хорошо изучена. Как вы видели на карте, практически вся территория Кыргызстана была под контролем Каканского ханства. Часть Восточного Туркестана, часть Таджикистана, большая часть узбекского государства и часть Казахстана. Существует очень много исторических источников, а для истории очень важно обращаться именно к историческим источникам. Можно отметить некоторые источники. В 1856 году в Центральной Азии была выпущена в свет книга «Записки о Каканском ханстве». Ее написал знаменитый казахский ученый Чокан Валиханов. В 1886 году в свет увидела книга русского офицера. Он оставил военную службу и занялся вместе со своей женой этнографическими исследованиями. Это был Наливкин. И вот он выпустил книгу «Краткая история Каканского ханства». И в 1992 году в Стамбуле случайно была обнаружена рукопись, которую написал Зиябедин Хуканди. В некоторых источниках он пишется как Зиябедин Макзуми или Зиябедин Максым. История ферганских ханов. То есть это, можно сказать, первоисточники, в которых объективно отражена информация касательно истории Каканского ханства. И чем интересна нам история Каканского ханства, то есть так как большая часть нашей территории была под контролем этого государственного объединения,
многие внутренняя и внешняя политика Каканского ханства, она напрямую затрагивала жизнь кыргызов. В своем развитии Каканское ханство прошло несколько этапов, и давайте подробнее остановимся на них. Первый этап начинается в 1709 году, то есть с момента возникновения самого ханства, и продолжается приблизительно до 1800 года, то есть до начала XIX века. Это был период создания Каканского ханства, период формирования его административно-политической системы, укрепления социально-экономических основ этого государства. Какие исторические личности отмечены в этом периоде? Естественно, создатель этого государства Шахрух бей, Ирдана бей был, Нарботу бей. Второй период охватывает временные рамки с 1800 по 1840 годы. Это был период развития и расцвета ханства, развития и укрепления государственного аппарата, активная внутренняя и внешняя политика, а также расширение границ владений Каканского ханства. Из исторических личностей этого периода можно отметить Алим-хана. Кстати, это был первый хан, была нарушена традиция. До этого все правители носили титул бей, и именно с Алим-хана началась традиция присваивать титул хана новому правителю. Умар-хан, Мадали-хан. Третий период охватывает временные рамки с 1842 по 1876 годы. В этот период наблюдается социально-политический кризис и время падения ханства. В этот период выросли внутренние противоречия, обострились междоусобицы, наблюдалось ослабление государственных институтов, и отмечен этот период подъемом народного движения. Можно отметить правителей Шер-Али хана, Кудаяр-хана, Насирдин-хана и Пулат-хана. И в 1873 году было знаменитое Каканское восстание, которое продолжалось до 1876 года, и оно стало финалом, то есть Каканское ханство было ликвидировано в результате этого восстания, и немаловажный фактор, в этом активное участие приняла Российская империя. 1741 по 1750 годы на территории Центральной Азии наблюдались вторжения калмыков, это Джунгарское ханство, как вы помните. При активном участии кыргызов, кыпчаков, калмыки были вытеснены с территории ханства. С конца 1750-х годов были установлены дипломатические отношения между Цинской империей и Кокандом. Цинская империя, после того, как ликвидировала Джунгарское ханство, начала политику экспансии на сопредельные территории. В этот период можно отметить деятельность Ирданбия и Аджибия. Также кыргызы в конце 1750-х годов они отразили крупное нападение китайцев на Ферганскую долину. Дело в том, что в Восточном Туркестане в это время вспыхивали различные восстания антицинские, и Китай потом отправлял карательные отряды, которые преследовали бежавших от гнета, от угрозы физического уничтожения со стороны китайских войск на территории Ферганской долины. Во второй половине XVIII века на территории ханства было отмечено такими процессами, как разрыв союзнических отношений между кыргызами и правителями Каканского ханства. Это обострение произошло в период правления Ирдана бия. Именно при нем началась политика активной экспансии Каканского ханства на земли, на которых проживали кыргызы. Также вторая половина XVIII века отмечена борьбой против притеснений и против экспансии Каканского ханства на кыргызские земли. В авангарде этой борьбы выступало племя Адыгене со своими предводителями
Маматхулбей, а также Аджибей, они поднимали народ на борьбу с Каканским ханством. В 1762 году по 1764 годы на территории Южного Кыргызстана происходили различные политические события. Была битва за Ош, Ош теряли, возвращали обратно под контроль кыргызов. Исконно город Ош был территорией, которая контролировалась кыргызами. Однако была отмечена историками такая особенность. Каканские правители, они заигрывали с представителями правителей кыргызов и обещали им какие-то посулы, хорошие пастбища, давали номинальные должности с целью привлечь их на свою сторону. Были такие факты, но все-таки большинство территорий Южного Кыргызстана были захвачены насильно. И во второй половине XVIII века, после ликвидации Джунгарского ханства, угроза Северному Кыргызстану уже была не так велика со стороны наших восточных соседей. И большая часть сарбагышей, которые проживали в районе Анижана, они откочевали к своим родичам в Чуйскую долину. С начала XIX века начинается вторжение и в Северный Кыргызстан. Юг Кыргызстана был уже практически полностью захвачен. Каканские правители начали посылать свои войска, и были предприняты попытки захватить Кетмен-Тюбинскую долину. Это было время правления Нарботобия, Алимхана, и активно этому противостоял знаменитый Сатыке Батыр из племени Сару. И все же зимой 1821 года каканским войскам удалось покорить кетмен-тюбинских кыргызов. Это нападение возглавил Сейд Кулбек, он был правителем Намангана. Также кыргызы оказались в такой ситуации, что были частые распри, межфеодальные распри. Этим активно пользовались каканские ханы, они активно пользовались, стравливали местных феодалов, то есть это значительно ослабляло основы общества. После захвата Кетмен-Тюбинской долины в 1822 году была возведена крепость, это территория современного Казахстана, крепость Олуята, современный Тарас. Каканские ханы знали, какова была общественно-политическая ситуация в Кыргызстане, знали о распрях, которые происходили между северными кыргызскими племенами, Солто и Сарбагышами, между бугинцами и саяками. Также были пастбищные споры с казахами. Это было период правления Мадалихана. В 1825 году каканский правитель отправляет 4000-е войско, возглавляемое Ляшкером Кушбеги, для вторжения в Северный Кыргызстан. Плацдарм был подготовлен, и каканские правители без особого труда захватили большую часть Северного Кыргызстана, и были возведены многочисленные крепости, в том числе и крепость Бишкек на реке Аламедин. Это был 1825 год. В 1831 году было нападение на Северный Кыргызстан, Иссык-Кульская котловина. Позже будет карта, двумя направлениями. Первое направление – огромное войско вышло из Ташкента, которым руководил знакомый уже вам Ляшкер Кушбеги. А второе направление – это из Ферганы через Атбаши и Кочкор. Вторжение было также в Иссык-Кульскую котловину. Таким образом, к началу 30-х годов XIX века территория и Северного Кыргызстана в том числе попала под контроль Каканского ханства. Вот если посмотрите на карту, здесь стрелочками указано направление движений каканских войск.
Но северные кыргызы, они оказывали все-таки активное сопротивление. Можно отметить героическую борьбу братьев Тайлака и Атантая. В 1831 году каканские войска, им удалось разбить объединенные силы саяков и чериков под руководством знаменитых братьев и организовать, построить крепости на захваченных территориях. Это крепости Тоғыз-Торо, Джумгал, Куртка. Лашкер Кушбеге на Иссыкуле основал другие крепости, Каракол, Барскон и другие. Это восстание потерпело поражение в начале, но войско Атантая и Тайлака, им удалось освободить своих героев, и крепость Куртка была разрушена. Те налоги, которые были собраны каканскими сарбазами, значит, войско раздало обратно населению. В 1843 году было крупное восстание кыргызов из Иссыкуля. Также в Чуйской долине были крупные восстания. И по мере захвата территорий Каканское ханство, каканские правители строили крепости на захваченных территориях. Крепости Бишкек, Токмо, Кахсу, Чалдавар, Карабалта, Мерке – это Чуйская долина. Тенгирто, Атбаши, Куртка, Тоғыз-Торо, Хошкор, Джумгал, Сусамыр, в Иссыкульской котловине, Тон, Дергалчак, Тамга, Барскон, Каракол и другие. И каканские беки превратили крепости Бишкека, Куртка в свои ставки. Обратимся снова к таблице. В 1845 году на территории Южного Кыргызстана было крупное выступление алайских и ферганских кыргызов, недовольные политикой каканских ханов. Было крупное народное волнение. Подавить это волнение был послан Мусулманкул. Это был представитель кыпчаков. Он имел большую власть в Каканском ханстве. Был захвачен город Ош, и восставшие были жестоко казнены. В 1847 году на территории Северного Кыргызстана также была большая битва. Местность Ашпара, это современный Чалдавар, был разгром 12-тысячного каканского войска. Можно отметить из исторических личностей, это было правление уже Ормон-хана, и в битве участвовал знаменитый Төрегелди Батыр. В 1840-е годы в Каканском ханстве усилились дворцовые интриги, и в это время в Каканском ханстве большую роль стали играть кыргызские и кыпчакские феодалы. Например, Аджибек Датха Талас, Нузуби Аксы. В этот период местные кыргызские феодалы, они имели возможность влиять на политику в Каканском ханстве. В 1842 году был большой заговор против правителя Каканда Мадали-хана. Его казнили. Это была война Каканского ханства с Бухарским ханством. В результате этого эмир Бухары Насрулла захватил плен Мадали-хана, и его казнили. В результате заговора эмир Бухары поставил своего ставленника, но он правил всего 3 месяца, и кыргызские и кыпчакские феодалы, они привели к власти Шер-Али-хана. Это был один из ханов, который скрывался в свое время в Таласе. Он был простым пастухом, и именно Аджибек Датха и Нузуби сделали его ханом в Каканском ханстве. В 1845 году произошло свержение кыргызами Шер-Али-хана, так как Шер-Али-хан вышел из-под контроля, он велел казнить Нузупия, и к власти пришел Мурат-хан. Он правил всего 11 дней,
И Мусулманкул, это, напомню, кыпчакский феодал, который активно участвовал в политике Каканского ханства. Он становится аталыком, то есть он ставит на престол 13-летнего сына Шер-Алы-хана, которого звали Худаяр. Женит его на своей дочери и таким образом присваивает себе титул аталык. С 1850 по 1862 год на территории Каканского ханства были многочисленные попытки вернуть себе трон. Худаяр-хан, он вырос, возмужал, окреп, и он стал бороться за власть. Это ему удалось со второй попытки. Мусулманкул был схвачен, казнен, и те кыпчаки, которые жили на территории Каканского ханства, подверглись жестокому геноциду. Худаяр-хан – это один из правителей Каканского ханства, который 5 раз терял власть и 5 раз обретал ее. Многие правители Каканского ханства окончили жизнь в результате заговоров, то есть они умерли не своей смертью. Почти все из них. Кыргызы в результате очередного заговора ставят на престол Каканского ханства Маллахана. Этому активно способствовал знаменитый феодал из Алая Алымбек Датка. На этом материал видеоурока закончен. Домашнее задание, параграф 23-24. Поработайте с терминами и выпишите и дайте им определение. И для закрепления материала буквально 5 вопросов тестовых. Внимательно прочитайте вопросы и попробуйте дать верный ответ. Верный ответ – Шахрухби. Второй вопрос. Верный ответ – Аджби. Третий вопрос. Верный ответ – Ирданбей. Четвертый вопрос. Верный ответ. И последний вопрос. Верный ответ. На этом все. До свидания. Спасибо за внимание.